красивые цветы. Ага, очень. Но только киргизы о них говорят. Мать-земля цветом смеется, ядом плачет. А? Смотрите, опоздай на неделю, и весь урожай свой собрала бы тогда контрабанда. Да-да. Нюх у вас особый, товарищ Байзак. А как же, меня не провести. А, жулики! А эта делянка у меня не зарегистрирована. Хоменко, давай руби! Кто там? Я начальник. Открой, разговор есть. Танузуран Балта. Ты что, не мог раньше прийти? Не мог, Кондратий. Отец контрабанды может подслушать нас. Гради чепуху. Кондратий, я не хочу, чтобы меня видели здесь на составе. Пусть думают, что я в разведке. Так лучше. Я напал на след отца контрабанды. За пересечением 3 ущелий. Чонгузлзу, Кичиглзу. И Джуха что-то находится. Туда сходится караван с опием. Ну и что? Караваны всюду идут. Нет. Я сам видел их своими глазами. Как они сходятся к одной точке. Там находится отец контрабанды. Дай мне 4 бойцов, и мы навсегда покончим с ним. Мне голова отца контрабанды не нужна. А вот если
Не ввязываясь в бой. Пройдете разведку, будет хорошо. Иди. Карабалта, ты не сказал обо мне командиру, а? Понимаешь, никак не могу совладать со сном. Стою, в ушах звон, сижу, звон. Даже сейчас слышу. Кто приходил? Да наш Карабалта, разведчик. Ну что за человек? Никакой дисциплины. Хочет днем придет, захочет ночью. А то можешь пропасть на целую неделю. Человек он известный. От командования при моем предшественнике именное оружие получил. Но вот уже целых 3 года ищет отца контрабанды, и все напрасно. Чую, надоест мне вся эта партизанщина, и пошлю я его. Но человек он верный. Конечно. Только вот шальной немного и странный. Веришь, Оля, я ничего о нем не знаю, а сам он о себе ничего не рассказывает. Мол, из такого я рода. Как здесь принято? Спрашивал бойцов, всегда такой. Говорят, всегда. Карабалта, это же не его имя. Люди его так за характер прозвали. По-нашенски, значит, черный топор. У вас их деревня. Ой, юрт даже есть. И бабушка тоже. Кондратий, откуда она? Ее Карабалта привез. С перевала полузамерзшую. Она из тех, кто до сих пор возвращается на родину из Китая. После восстания. В чем дело? Не хотел сдавать оружие. Пришлось попугать немножко. Где его взяли? А здесь, за воротами. Сенгим. Ты кто? Ben Карабалтаға келдім. Я приехал к Карабалте. Алджок. Его нет. Сенгим баласы. Ты чей сын? Отвечай, бандюга! Мен кім екенін білмесең, сен мен сөйлесіп Если не знаешь, кто я, нам не о чем говорить. Ачендик, это Атай, сын Калмата. Его обижать нельзя. Калматы? Сын Каракчи. Сын разбойника? Что ты повторяешь слова белого царя? Мой отец честный человек. Когда царский уездный отобрал нашу землю, он убил его и увел весь род в горы. Уже много лет скрывается в горах. Бари Вирал Каракчи. Все равно он разбойник. Уйди. Я не хочу с тобой разговаривать. Болван. Под замок его. Кондратий. А кто такой Калмат? Да старик один, глава рода. Черт его знает, с кем он. Засел в горах с сычом и во всех стреляет. Сам себе бог, судья, республика. Прошлой осенью ходил к нему агитировать. Так не подпустил. 3 бойцов потеряли. Видимо, старая обида в нем. Ну, а людей у него много? Не думаю. Должно быть целый род. Но какой? Говорят, бабы не хуже мужиков стреляют. Интересно. О чем хотел поговорить этот парень с Карабалтой? Но было бы нечисто. Мальчишка сюда не приезжал. Я здесь никому не верю. Вчера в Маках убили еще одного бойца. Что не Чапан, так контрабандист.
Ты, подонок, запомни, тебе не удастся сбыть моих лошадей. Не пугай. Вон Когары едет. Пусть он и рассудит, кто из нас вор. Когары едет. Ну и воняет. А говорят, что деньги не пахнут. Товарищ начальник, взгляните. По-моему, он здесь камень принес. Размажить бы твою башку этим камнем, недоумок. А что делать, если моей старухе не в чем из дому выйти? Не подохнет она. Ты что, забыл? Это лекарство государство ценит на вес золота. Хочешь, скажу командиру, чтобы он тебя арестовал? Пошел отсюда. Завтра же принесешь полкило чистого опия. А не то прикажу сдать тебя в ГПУ. Витя, чай. Товарищ Кондратий, Да. базар вам дал новое имя. Когары. Это для носа, что ли? Да, Кокарев по-киргизски Когар звучит. Но не обращайте на них внимания. Уж чего только я не слышал на базаре. Здесь неисправимый народ. А, все они контрабандисты. Мы должны границу закрыть накрепко, чтобы настоящий порядок был. Да. Я ехал с целью агитировать вас. А вижу, вы все сами хорошо понимаете. Хороший чай. Я 2 года служил в Бухаре. Ага. Но его теперь жить без него не могу. А, Да, что вы знаете о Карабалте? Каравалта? Да. А, берите. Кто только его не знает. Он странной судьбы человек. Люди говорят о нем тюбкатасы кайыптан. Что он сродни небесам, подобен соколу, ищущему родную скалу. А вы видели его головной убор? Да. Такой киргизы не носят. Это казахский долбай. А привязанный к луке седла. Аркан заметили? Нет. Это калмыцкий аркан. Из кожи вола. А он что же не киргиз? Киргиз! Настоящий киргиз! Только он скитался по разным народам долгое время. Говорят, при Николае за убийство на каторге был в Сибири. Оттуда бежал, прятался у казахов. А здесь, на Иссык-Куле, был вожаком группы джигитов во время восстания в 16-м. После в Китае забрел к черным калмыкам. В общем, герой. Стой! Қалпы айтып У басын. меня не 2 головы, чтобы вас обманывать. Бірақ сұрады. Айтып берем. Раз нужно, помогу. Рахмат. Спасибо. Сюлей бери. Продолжайте. Айбым ашылбайбы. Я могу положиться на вас. Айбым ашылбайбы. Наш разговор останется в тайне. Кадырный Жамбулсун. Конечно, не беспокойтесь. Жарайды. Хорошо. Ат киізшінің бүтсін. Я знаю одного порядочного человека, Бір білермін. который может рассказать вам все о контрабанде. Золотой рот хороший человек, потому что он боится всего. А кто такой Золотой Рот? Это я. Я хочу разрешения ездить за вами, когда пойдет отряд ловить контрабанду.
Зачем? Я не буду вам мешать. Я буду ехать сзади и собирать брошенных лошадей. Ну а кто их бросать-то будет? Контрабандисты. Они берут и лишних лошадей, чтобы побыстрее. Пригружает в юг на свежих, а уставших бросай. Ну а нам-то от этого какая польза? Большая польза. Хочешь узнать, куда идут караваны? Куда-куда? Конечно, за границу. Гагар, ты тоже хитрый. Караваны идут не за границу. Скажи, куда? Сперва ты скажи, можно ехать за вами, подбирать лошадей? Ладно, будешь. Я не хочу лишиться своей головой, но тебе, начальник, скажу. В ущелье Козылюнкур за перевалами есть склад опиумом, большой склад, сотни мешков. Ты что-то слишком много знаешь. Правильно, начальник комиссар. Я еще знаю, если захватит этот склад, а ты с контрабанды в один день стань бедней меня. А кто такой отец контрабанды? Этого не знаю. Бұл жерден өте албайбыз. Нам здесь не пройти. Қардың алдында жарақ болушы мүмкін. Под снегом могут быть трещины. Подойдем вода журчит. Балдарымдың етін жейін. Клянусь детьми, Жолын жабылған білген емеспін. я не знал, что лавина закрыла тропу. Если не верите, убейте на месте. Вставай. Вставай, пойдешь первым. Мына нар жол қайда барады? Ну где твоя тропа на склад? Тетігі мөңгіні көрдің бі? Видишь ледник? Осының түбіне өткен жол бар. Подними узкий проход. Ашуның белін алып шығады. Он выведет тебя на перевал. Арған пөзілі көрінеді. Оттуда рукой подать. Привал. Андрей, стели кошму. Мещенко, давай. Аке, балта ты ж убьешься. Давай, давай.
азамат. Видал? Батыр! Құралды күзетшілер бар, сақ бол! Будь осторожен, там вооруженная охрана. Неге? Атамыр айтқан бешеушілер. Вон те 5, о которых говорил отец. Здрасте, апа. Здравствуй, дочка. Здравствуй. Я могу туда войти, посмотреть? Туда, в юрту. Я войти туда. Жарайт. Хорошо. Жүрі. Заходи. Кір кірағай. Заходи, пожалуйста. Андрей! Демиш. Отец, Болған ішті қайтадан айтып берішін. вы хотите, чтобы я повторил свой рассказ? Ооба, Машан. Да, мой Машан. Балтаны кантип жайладың? Расскажи-ка еще раз, Дагы бир ушка куштармын. как ты с ним разделался. Этот кабан отчаянно сопротивлялся. Ооба. Да-да. Алаңай жоо эмес. С ним нелегко справиться. Но я изрешетил его из пулемета. Кайран гана, Машаным. Ты врешь, Машан. Сен жаныңды жеп койдуң. Балтаза стап каман соо келди. Карабалта вернулся на заставу невредимым. Үнүң чыкпай калды да. Что замолчал? Сен чарчапсың. Или у тебя Жаныңды жая собаки язык вырвали? Нет, нет. Анты көрбеңіз абек. Я еще понадоблюсь вам, отец. Далай қызматыңызға жараймын ғой. Болуп тур кечирейин. Балтаны Ладно, эсеби прощаю. алды. Все равно он в моих руках. Жер қазуға даярмын. Ради вас отец готов землю головой рыть. Отнесите во флигелек. Не трогай, отойди. Я прошу тебя, уйди. Я тебе приказываю. Кондратий, успокойся. Погоди, Оля. Ты был с ними? Отвечай, был? Да. Так почему ты вернулся живым, а они нет? Кондратий, надо выяснить, кто виноват. А мне не надо выяснять. Я знаю, кто виноват. Он! Он, видите ли, отца контрабанды ищет. А может быть, его вообще нет. Может быть, это его выдумки. Герой! Здесь место свободное.
gelmez sağ. Öldü kazak öldü. Oy жақшырдың ғой дейм. Oy, alışkan belge benim jakşırdı. Barakel son. Oy, içinden boşan için. El orgun. Hop, da da. Ay, doktora şu an. В мечтах отдать свое сердце, словно судьбу. Ищу тебя, тоскуя всегда и везде, а близость только в снах. Мое смущение, ревность и беда от слов подружек, острых на язык. Моя мечта с тобой всегда идти вдоль озера вечернего. Баке, вам песенную чашу. По обычаю она должна обойти всех. Если не умеете петь, позабавьте сказкой. Или промычите теленком. Неужели выпьет? По-моему, у него не все в порядке. Ой, бай. Ой, бай, ему же медведь на ухо наступил. Нацепил на бок маузер, забыл все наши обычаи. Сибирьден качып келатып, Когда бежал из Сибири, казактын сарыаркасында в казахской степи, бир жан салдын кайгылуу тагдырын угуп жаным кейген болчу. я слышал рассказ о Биржан Сале. Бир элдин абири, бир жан Поэт был совестью народа. адамдардын арсыздыгына капа болуп, Оскорбленный Надо ничтожеством людей, он уходил в степь и пел там свои аны песни. көргөн туугандары акын жинди болду деп кереге таам салышат. Сородичи решили, что он сошел с ума. Привязали певца к решеткам Ошондо юрты. бир жан Тогда он, темир тас уулунун арманын айтып, обращаясь к своему сыну ушуларды Тимиртасу, ырлаган экен. запел эту песню. Ötürümdayım böyle verdim Gülürmey Siriliktin Gülüvedim temir toz Oğlumdey Ar koydan bağın geyin Üşügey Atın benim Janidim Oğlumdey Esik alday yıllaylanday Baygılmak, kirey kılmak Kudaydanday temir taş Kalcılday
Черный верблюд бессилен, когда ноги тонут в глине. Люди проклинают землю, потеряв в себе святость. Я, Бержан, гордость всех 3 казахских земель, из жизни ухожу, не найдя ее смысла. Запомни, мой сын Тимиртас. Жүк көтермес саздаған соң, су шықпас ойпаң жерден, қазбаған соң темір тас. Шитармай, мұратымай, болдым қатпай, тағдырдай, хақтағадай, жазбаған соң, ей. Конь мой любил пить росную воду с ладоней моих. Знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как вол. С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимиртас. Присаживайся. Ничего, я здесь. Карабалта. Ты видел когда-нибудь отца контрабанды? Нет. А ты веришь, что он есть? Вот взгляни на эту бумажку. Сегодня получили. Я должен взять тебя под арест. Он занимается грязным вымогательством. Рана получила награду от Курбаши Карамуруна, когда он переправлял его за кордон. Неправда. Карамурун и убил за штыком, а коня взял себя.
Это все он. Отец контрабанды. 3 года я охочусь за ним, а он за мной. Даже хотел отравить меня. Людям нашептал, что я шмеян. Что я продаю своих пограничникам из корысти. А напившись, за палача в каракольской тюрьме работаю. Рублю голову. Ложь. Но люди верят. Потому что во всем разуверились. Потому что столько зла и горя они видели в недавнем прошлом, что всякая небылица для них кажется правдой. Я был на царской каторге. Думал, более унизить человека как там нельзя. Более узнать также нельзя. Но человек. Но то, что увидел после восстания в 16-м в Кашгарии, до сих пор кошмаром снится. Я не о смерти говорю. Человек не вечен на земле. И не несправедливости. Она была. Пока будет, наверное. Я о святом человеке, что помогает жить ему, пересиливая смерть, горе, несправедливость. Святой в душе. Это мать. Брат. Сын. Земля. Но когда брат отступается от брата, мать продает свою дочь за чашку пшена, когда родная земля становится злой мачехой, и целый народ идет по миру с протянутой рукой, и смерть ждут как избавление, это страшно. Страшно, товарищ Кондратий, когда человек перестает быть человеком. Я не с корысти стал большевиком. Из благодарности. Таким, как ты. К нашим ребятам. К этому человеку. Он вернул мой народ в жизни. Озябшую душу согрел. Вернул веру человека. Ты думаешь, я обижаюсь на тебя? Нет. У меня была семья. Мать. Жена. Дети. Наш род кочевал 30 юртами. Никого не осталось. Пойдем, Кондратий. Эй, Мишка, дорогу нам келчи. Мишка, принеси еще дров. Бабка, вечерить скоро будем. Ты думаешь, Крыбал-то наврал об опийном складе? Не знаю. И все-таки ты был неправ с ним тогда. Тоже не знаю. Может быть и так. Джамгирчи, иди-ка сюда. Видишь,
Вот здесь за 3 ущельями Золотой Рот, говорит, находится опийный склад. Да и Карабалта тоже говорит. Мы перехватили несколько мелких караванов с опием, идущих в том направлении. Короче, думаю идти туда. Действовать, понимаешь? Отца контрабанды, если есть таковой, обанкротить, закрыть для него последний перевал. Джамгерчи, ты поведешь нас на Кизыл-Рукунь. Нет, я не знаю туда дорогу. Много дней надо ехать туда. Сколько? Неделю? 2, а может больше. Твои аскеры плохо сидят в седлах. Высоко в горах, снежной лавины, тютек. А ты меня не пугай. Ну так как? Начальник, возьми проводником Атая, а? Ты что? Ты хочешь идти туда, где нет дорог? Атай проведет тебя. Он никогда не курил, не пил вина. У него нюх, как у волка. Так. А он не сбежит? Куда побежит потомок Батыров? Разве он заяц? Нет, не подойдет. Кондратий, возьмите мальчишку. Он вам не помешает. Джамгерчи, ты поведешь нас. А Атая возьмем пленным. Отец, зеленый оса пошел по пути Карабалты. Пусть и он сломает себе хребет на этом пути. Хорош, волчонок. Гляди, коллега, как надо сидеть в седле. Да, он легкий, как пушинка. А у меня, о, какое хозяйство. Время отвернулось от вас. Страх овладел вами, и завтра рабами станут ваши дети. Разве вы хозяева своего озера? Нет. Вы боитесь родных гор. Если хотите спасти своих детей, поднимайте весь род за мной. Там, за кордоном, я смогу исцелить вас. Джигиты получат от меня винтовки. Идти будем через перевал Коюкап, где властвует Калмат. Старый отшельник теперь пойдет нам навстречу. Его сына Зеленый Оса посадил за решетку. Да благословит нас Аллах, да поддержит нас добрые духи. Аминь. Кто останется здесь, тому не миновать рабство. Слышите? Сегодня же ночью уходите в горы. Соберемся у Красных скал. Скажи, Ибрай, что я там буду делать? Тогда оставайся и подыхай у порога неверных.
Это моя апа. Ербалта. Қандай? Что, Батыр? Емне танымай тұрасың ба? Не узнаешь? Шынтыварам сейдік балдар жатақсын танымай қалады. Вот так блудный сын не узнает своего отца. Шашпа Кучкаш, қой отыр. Погоди, Кучкач. Бұл чоқымды өлер алдына тилі келмей келер бекен уғалшы. Может, перед смертью придут к нему слова молитвы? Чөгөлөгін иттің баласы. На колени, сукин сын. Моли о пощаде. Бар екен, байзақ. Счастье обошло меня. Мұрда бетің ашылып қолға тиіп да. Раньше я не знал, кто ты. Выжги мне глаза за это. Шипаңдап қалтыға кіріп жүрген түлкі өлеміз. Оторви руки, которые касались тебя. Қанша жанды маңғы қылып боздың. Сколько душ ты загубил. Позор жұғыздың. Заразил неизлечимой болезнью. Елің арғыш құтқармай сені. Ты в ответе перед народом. Шорду. Несчастный. Туй албай атып, қойған ачы болады. Коза сама разродиться не может, а идет к овце в повитухе. Ертегің бар есің жоқ. Барбаңдағын байқұшым. Ты смел, но глуп. Қайселің бар сенің? От имени какого народа ты говоришь? Твой народ умер. Понял? И его не воскресить. Хоть кричи, хоть плачь. А ты мне еще о чести его заикаешься? Дурак. Эти бродяги давно потеряли все человеческое. Они живут по волчьему закону. Сильный поедает слабого, большой маленького. И им не нужны твои идеи. Им нужен мой опий. Слышишь? Только он даст этим отверженным счастье. А счастливые послушны. Хватит о своем собачьем счастье. Нет. Это ты, собака. Хотя корчишь из себя ангела. Следил за тобой, думал, опомнишься. А ты все лаял на меня из подворотни красных. Что случилось, Карабалта? Что вы с ним сделали? Если бы не ты, эта несчастная давно была бы в раю. Ты привел ее сюда, сделал рабыней, взял на себя этот грех. Убей меня, чудовище! Я ненавижу тебя! Теперь ее душа будет благодарна мне. Оставь, Кучкач. Не пачкай руки. Пусть его убьют те, кому он служил. Собаки, собачья смерть. Мерзавец. 7 смертей обойду, все равно найду тебя. Эй, вы, не торопыги. Уже рассвело. Быстрее собирайтесь.
Где Калыча? Калыча? Не знаю. Ты что вырядилась, как на праздник? Ты как здесь очутилась? Хотела попрощаться. Нашеила откачевывать за кордон. Говорят, таков приказ отца контрабанды. Байзака, говоришь? Что, весь род Аргынов уходит? Да. Но это мы еще посмотрим. Спасибо. Будь счастлива. Куда, милая? Стой! Стой! Боже мой, несите! Миш, не падай. Что молчишь? Хоменко упал. Что с ним? Тетек, горная болезнь. Егор, туда. Игоря, вели с него. Вон, уже горы Коюкапа показались. Ну чего ты увязалась за мной? Возвращайся назад, слышишь? Ты что, эта сопливая девчонка, задерживаешь меня? Я спешу по важному делу, неужели непонятно? Что тогда остановился? Я тоже умею скакать. Стой. А ну, поворачивай домой. У меня нет дома. Все равно возвращайся. Ну, будь умницей. Ты же не маленькая. Так. Куда ты лапу суешь? Так. 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 Угу. Так. Прошу.
Приятного аппетита. Хоменко, дай. Аландринку. Ну. Для чего конфеты, не понимаю. Чай пить все равно нету. 8-й день ни огня, ни людей не видали. Хоть бы кустики или лес, что ли. Що тобі ліс, коли ти сам дерево? Хоменко, Я. Герчи, Голик, Макеев. Я. И ты. Есть. Живо в разъезд. Слухаю. Из-за проклятого тумана мы потеряли из виду пограничников. Теперь отец задаст нам. Сюда қырылып қалған деп. Может, они там и подохли на перевале? Их сам черт не возьмет. Эх, стрелок, не поторопись, ты бы их всех заграбал! Это он! Это он меня в спине резал! Айда, товарищи! Возьми половину и скачи на перерез! Чтоб не ушли! Есть! Ребята! За мной! Как бы наши не напоролись. Зарываются черти. Слезайте с коней. Бросайте оружие. Сдались, дьяволы! Братцы, Галик жив! Погиб! А Донсков? Ничего, щеку пора. Держи бандюгу! Тише, на перерез ему! Время не стой! Ходи, что же ты? А! Нож! Осторожней, нож! Подержи коня. Соломатин, Я. отвезешь его и Голика вниз к Каракол. Похороните, пожалуйста, в городском парке. Передай мою просьбу командованию, чтобы Жангерчи одели в нашу форму. Как герой бойца Красной Армии. Гары, Ковары. тияқта қиялап кеткен иіс жатады. Я видел следы. Елчақта өтті. Около полусотни лошадей, ушедших в сторону. Шишкин, останешься с пленными. Не зевай. Рахмат. Спасибо.
Атай, Sen görgeni bu ытардын ты видел следы этих лошадей. Поэтому тот контрабандист и набросился на меня с ножом. Кешерин бойды. А людей вроде бы не видно. Наверное, разбежались после наших выстрелов. Хоменко, Я. ну-ка пересчитай. Так. Товарищ командир, там дверь. Что? Дверь в скале. Открывайте. Давай ты. А ну... Ну чего вы возитесь? Фу, вонище. Товарищ командир, там мешки с лекарством. Опийный склад. Отца контрабанды. Ну-ка. Свое добро отец контрабанды спрятал у самих духов. Но ты благодаря мужеству нашел его. Мой аил отсюда недалеко. Отец будет рад видеть тебя гостем. Хорошо. Кто бы мог подумать. Да. Сенаттан. Ты поезжай к отцу. Хабар бер. Конок барат. Скажи, завтра приедут гости. Командир меня өтіп жатпайды? Командир ругаться будет? Не бойся. Мағай. Я ему объясню. Атчандар көрінді. Всадники показались. Эй, меймандар кетет. Гости едут. Эй, Темір, кел атат. Едут. Меймандар келтет. Гости едут. Аба, меймандар келет. Гости едут. Вставайте. Встречайте гостей. Мальчик мой сам гостей позвал. Значит, стал уже настоящим мужчиной. Айым, атайлар емес екен. Тетушка Им, это не Атай. Салам алейкум. Здравствуйте. Салам алейкум. Assalomu alaykum, ava. Salamatsizmi? Allohu akbar. Ya Allah. Салам алейкум. Здравствуйте. Алейкум ассалам. Чоғыта, бүрч. Дедушка, дай мне. Дай. Ай, Болот. Болот. Да. Возьми. Жол болсын, мырзалар. С приездом вас, почтенные. Тілегің берсін. Спасибо. Тамағыңар тездеткілі. Поторопитесь с угощением. Хорошо. Атқаның ұшыл бия. И это ты так стреляешь, негодный мальчишка? Такой большой джигит, а в птицу попасть не можешь. Погоди, все расскажу твоему деду. Не с добрыми вестями мы здесь, Аксакал. Житья не стало от этих зеленых фуражек. Атай и Карабалта у них в плену. Был склад в Красном ущелье, и тот захватили. Если поможете, отобьем склад. Тогда половина добра ваша. А там через перевал Коюкап с Божьей помощью. О, небо. Ночью мне приснился сон. Видно, старею. Одно и то же вижу. Будто струится вода между пальцев, и мне легко и приятно. О, почтенный! Вода — одна из 4 стихий жизни.
Это хорошо, когда она снится. Будете долго здравствовать. И что? Нам уже нет Ертең приюта қасиет қаштаба. на этой проклятой земле. Бүгін ешіктен башпаға атқан көк шапкелер. Зеленые фуражки сегодня у вашего порога, завтра они будут хозяйничать в юрте. Қарын оңай жау көрбеңіз. Будьте осторожны, Скогары. Қасиет қашқан жоқ. Земля не теряет святость. Ее теряют люди. Қоғары маға қонақ болып келеді. Когары едет ко мне в гости. Жарықтық. О, Создатель. Какой он вам гость? Амал қылып алдайын дегені ғой. Зеленая оса обманет вас. Атай даяған сіз даяйды дейсіз бе? Человек, не пожалевший Атая, думаете, вас пожалеет? Балам күткен қонаққа. На гостя моего Қамшы сына көтере албаймын. я не подниму руку. Зеленая оса поступил верно, уничтожив твой ядовитый склад. Анда маға ашу бергіңіз да жоқ па? Короче, и на ту сторону не пропустите? Да, Сілерге суытып там қойсын. нечего вам делать. Здесь брошенная юрта! Что делать? Займите посты! Ампули поставьте справа! Карабалтай, видимо, эту юрту видел. Он правду сказал. Командир, мен атамағанақ боларын ұмыттым бұл. Ты же обещал погостить у нас, а сам собираешься вниз на заставу. Славный ты парень, Атай. Сена замацын, Атай. Славный ты парень, Атай. Бирёк апиемдыты залып, кетпесек болбойт. Но мне необходимо поскорее отвезти груз. А мен командир аскер башында было шум. А я, как командир, должен быть во главе отряда. Здравствуй, начальник комиссар. Как здоровье самочувствие? Ассаламу алейкум, мырза. Здравствуй, господин. Доктор! Постой, Аскер сегодня копчег хайгаву за сын. пусть бойцы проводят тебя до ущелья. Там могут быть разбойники. Не надо, ты забыл, что я сам сын разбойника. Золотой рот. Как разыскал нас? Ай, начальник, сен атағың бардық жерге қылған. Твое имя у всех на устах, начальник. Ты стал знаменитым человеком. Но мне помнишь, значит, хороший человек. Как же мне забыть тебя? А я приехал за твоим За обещанием. каким таким обещанием? Товарищ начальник, зачем забываешь? Ты мне разрешил ехать сзади и подбирать лошадей после контрабанды. Еще захотел. Лошади нам самим нужны, видишь? Мешки грузим. Это правильно, товарищ начальник, но не надо тебе делать. Грузи. Это почему же? Меня прислал один большой человек, но не могу назвать его имя. Но хочу сказать правда. Этот человек просил тебя сказать, оставь опиум, уходи отсюда. Слушай, передай этому человеку, что он болван. Правильно, товарищ начальник, он действительно болван. Но он сказал, если отсюда идешь, тогда получаешь свою жену. А если нет, то я боюсь сказать. Ты что, с ума сошел? Твоя жена у этого человека. Где она? Где отец контрабанды? Можно сказать, он недалеко ущелья, но твоя жена может умереть раньше, чем ты сделаешь первый выстрел. Слова очень большие. Про них надо долго думать, а потом и решать. Сколько мне для ответа? 3 дня. Хорошо. Я буду думать. Смотрите, недаром говорят, честному джигиту и дичь сама в руки идет.
Концем уже сен. Ну что мне с тобой делать? Анткен менен кыйын кыз экенсиң. А ты смелая Жертва. девушка. Не ожидал. Кайдым. Ну-ну, молчу. Атың өлтүрүп алган жагым болуптур. Только вот плохо коня загубила. Я не хотела. Эмне? Что? Менің ұлым атайым қайда? Где мой Атай? Сын Ул Эркин. Ваш сын на Ал свободе. кеткен. Он уехал. Мені қапқанға түшірдің деп Ты думаешь, что поймал меня в капкан? Абайла. Берегись. Ешқандай капкан жоқ. Никакой ловушки здесь Чего нет. говорим? Можете ехать. Мен сені Гогары. Я думал, Кугары, что ты один из уездных Белого царя. Но ошибся. Аксакал. Аксакал. Ак падышаларда ножок болгон. Белого царя давно нет в помине. Азесілет бүту орнығон. Сейчас везде новая власть. Келге көсагез болот. Возвращались бы на озеро. Мен ұлымды іздеп жүремін. Я ищу сына. Bir жардам берелік. Мы поможем вам. Менің ұлымды жігіттер өздері табады. Это сделают мои джигиты. Иди к нему. Что теперь делать? Мындай коюп отко жылынып ал. Можешь погреться у огня. Мылтыгын таштап аттан түссүн. Пусть бросит винтовку и сойдет с коня. Бросай винтовку. Түш аттан өзім. Слезай. Жыл болсын батыр. Какими судьбами, герой? Жарашайын деп келдің бе? Что, мириться приехал? Эми кызылдарыңа кайра бара албайсың. Правильно, дорога к красным тебе заказана. Баткактай жабышып сыртыңан көрүнүп калдыбы? Все твои грязные делишки выплыли наружу. Адашып келип калдыңбы? Или, может, заблудился? Андай болсо бара кой көгарың, ал жакын эле. В таком случае езжай к своему Кугары, он недалеко. Коркосуңбу? Ошондой да. Что, боишься? Жок, Байзак. Нет, Байзак. Мен сага жарашканы келген жок. Я к тебе не с миром пришел. Неужели? Анда бизди куратып согуш баштап. Может, нам, бродягам, войну объявишь? Ооба. Да, негодяй. Мен сени Атай издеп келдим. Только за этим я здесь. Эгерде жаныңан үмүт кылсаң шартка көн. Хочешь жить, принимай условия. Элдин шорун дагы кайнатпа. Не обрекай людей на новые муки. Көлгө кайтып барасың дагы Вернешься на озеро кечирим сурагын. и будешь просить прощения. Уберите его. Таштагыла мындыкты. Бросайте оружие. Жогалгыла. Убирайтесь, пока целый. Байзак! 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 Чык бери! Выходи. Тажам! Жалгыз сен керексиң мага! Только ты мне один нужен.
Мы еще встретимся, Байзак. Ты что, недотрога? Ассалому алейкум, Батыр. Белип турамын. Понимаю, мой повелитель. Тебе плохо. Но не падай духом, я помогу тебе. Пошел вон. Нет, сперва ты выслушай меня. Жизнь моя на излете. Такого хитреца, как Байзак, встречаю впервые. Думаешь, он верит Кугары, хоть и подбросил ему такую приманку? А вдруг нарушит свое же условие и с помощью аргынов уйдет через перевал? Тогда он вас за кордоном отправит к Аллаху в рай. Что ты мне предлагаешь? Вот что. Вызови аргынов на байгу. Если победишь в скачке, тебя никто пальцем не тронет. Здесь нет моего скакуна. Мой повелитель, мудрец трижды посоветуется с собой, прежде чем дать совет другому. Но будем откровенны, простому человеку не до хитростей. Если придешь первым на скачках, что я буду иметь? Табун лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. Ақсақалдар, Старейшины, атам Қалматтың атынан от имени своего отца Калматы арғын тұқымы сілерді байға шақырам. я вызываю на байгу весь ваш род. Ну и хвальбишка. Ты где научил своей наглости, выскочка? Эй, молокосос, ты хоть представляешь, в каком ты сейчас положении? Сын Калмата, я хочу знать твою ставку. Башымда. Моя голова. Башынан сідірі менің қолымда. Твоя голова и так в моих руках. Анчалық ерекенсің. А если ты такой храбрый, Борына басып жатқан ашу. поставь на байгу перевал, который в руках твоего отца. Жарайды. Мен Хорошо, я согласен. Эгер чыгып калсаң, бизден тилегенің еміне. Чем мы будем обязаны, если ты победишь? Өз башым менен Свободу мне тиги Ольга мырзайымға оштондық и русский ханум. Арыттың баласы. Сын Калматы хочет достойно умереть. Yok, buğa biz yolta bolboydu. Стоит ли ему мешать? Эгер чыкпай калсаң, Только запомни, башыңды өзім алам. проиграешь, сам отрублю тебе голову. Бойымны болды я. Что он там? Не шелохнется. 70 бері жатабыз. За это время мясо сварилось бы. Ит біле аны. А пес его знает, чего он умолк. Эй, кеңкелесешектер, Эй, длинноухие ишаки, алғыла мені. берите меня. Егерде оғым төгенбесе көретілем сілерді. Не кончились бы патроны, показал бы я вам. Анын үстіне тегі байқұшта Да и ей тут не место. Аргыны, я готов. Благослови, Господь. Allahu Akbar.
Қайдан білесіз? Откуда вам это известно? Атай арғындарды бәйгеге Атай вызвал Аргынов на байгу. Вот же, Аксакал, так чего мы здесь сидим? Атайға жардам керек. Надо помочь Атаю. Бұл бәйгеде Атайға Құдай В жардам этих скачках ему поможет только Всевышний. Кудай бар болса, меня бара. Эх, Аксакал, если бы он был на небе, тогда не было бы мне так трудно на земле. Отец! 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 Калматскую горы объединились. Они идут сюда. Атайдың көзін татады. Прикончи Атая. К черту его! Надо спасаться. Дурак! Скачки теперь не остановишь. А убивать на глазах у народа нельзя, понятно? Эй, люди, Корола первым скачет. Смотрите, это же скакун Атая. Вот это скакун. Байзак? Видно, сыну Калмату придется дать свободу. Да, да. Это будет справедливо? О, Господи, неужели это Атай? Он. Несчастный. Видно, сильно разбился. Вся рубашка в крови. Бедный мальчик. О, Боже, сохрани, на нем живого места нет. Победа моя. Свободу мне и русский ханум. Да, но атаман слов на ветер не бросает. Ты же хотел отрезать ему голову сам. Разрешаю. Байзак, ты опозорил весь род. Ты нарушил Божий суд и потому не видит тебя добра. Ты подобен волку в капкане. Будь ты проклят. Будь проклят духами предков, Байзак. Прекратите глотки драть. Не забывайте, что я еще отец контрабанды. Никто не градит мне дорогу. Вы там у меня еще будете просить милостыню. Прочь, в сторону. Калмат едет. Калмат со своими джигитами. Что рты поразевали? Все, кто с оружием, вперед, быстрее. Что ты так плохо видеть? Глянь, кто это там еще скачет? Эй, родичи, куда вы? Не в ту сторону бежите, Калмата встречайте. Ибрай, ты сообщишь Батыру о смерти его сына. Подожди меня здесь.
Осторожно, Карабалта. Он снова тебя обманет. Свяжи его. Сдаюсь. Вези к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба за то, что поймал отца контрабанды. Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор, или я унесу его с собой в эту пропасть. Балта. Дихкани, вы, наконец, поняли, что Байзак обманывал вас? Опутав ложью и угрозами, он уводил вас от новой жизни. Возвращайтесь назад. Обрабатывайте землю, выращивайте хлеб. Ведь эти горы, Иссык-Куль, испокон веков ваши. Теперь эту землю никто не отберет у вас. Советская власть будет ее оберегать. Дядя Байзак, простите Карабалту, пожалейте его. Помиритесь, пожалуйста.